самозанятый болуп иштеп айына 6000 тегенде налог төлөп атабыз. Налог төлөп атабыз, демек биз официалдуу түрдө иштеп аткан болобуз. Ошон үчүн Яндекс трудовой договор бериш керек деген түшүнүк пайда болду акыркы убактарачы. Немеден эмиштер чыкты, сөздөр чыгып атат. Самозанятый негизинде, самозанятый болуп иштесең ошонун негизинде демени узатсаңар болот, регистрацияны деген. Ушуга жооп алыш үчүн Яндекстин офисине кирип чыктым. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? У меня такой вопрос. Я работаю самозанятым с апреля текущего года. Мы самозанятые, это значит, у нас это прямой партнер Яндекса, правильно? Как самозанятый. Прямой партнер Яндекса. Самозанятый партнер Яндекса. Договор какой-нибудь, договор оферты или в бумажном виде, электронном виде какой-нибудь. Договор оферты — это все в онлайн-формате. Я в приложении не мог найти. Он не в приложении. Вы можете распечатать мне или показать, я не знаю. Печатать я не буду, но я могу вам открыть официальный сайт. Откройте. Договор оферт, договор, который именно на меня. Нет, а вы не заключаете с нами договор. Вы являетесь самозанятым прямым партнером, который работает по договору оферты. Если вы имеете в виду там возможность продлить свою регистрацию при помощи Яндекс.Такси, такое невозможно. Потому что вы не оформлены на трудовой договор, допустим, как наши сотрудники внутренние. Яндекс это Плюс просто посредник получается, правильно? Яндекс это агрегатор, который вам поставляет заказ. Чтобы вам оформиться, у вас есть 3 варианта оформления: ИП, самозанятый, ИП и через парки. Парки заключают свои особые договора, договоры аренды, там ГПХ, и они могут сделать любое. Я хотел узнать через диспетчерскую, они сказали, обратитесь в свой парк. Я говорю, я не парк, я напрямую работаю. Обычно обращаются по данным вопросам парки. То есть все, что прямые, то они знают, как работает. Поэтому каждый раз, когда приходят устраиваться на самозанятость, мы сильно сомневаемся, что вы полностью понимаете, что это такое. То есть это, грубо говоря, вот у вас есть агрегатор, через который вы должны получать заказ. Вы же не ловите их с дороги, правильно? Есть вот какая-то компания, которая вам позволяет работать. При этом есть какие-то определенные правила. Чтобы с ней быть связанным, у вас есть 3 варианта оформления, которые я уже выше перечислила. Самозанятые — это значит, что вы в налоговую подаете отчетность о том, что вы работаете сами на себя, будете платить налог 4-6% в зависимости от того, откуда у вас идет доход. Если физлица — это 4%, если юрлица — это 6%. Просто... В зависимости от вашего вида деятельности, в данном случае это перевозка пассажиров, вы у них будете зафиксированы. Партнерство подключается просто со стороны моего налога, чтобы вам выплаты там фиксировалась. Я так понимаю, Яндекс только находит заказ, то есть... Ну, конечно, вам же нужно работать, логично, и чтобы вам получать заказ, от этого свой процент, и все, да? Больше ни на чего не отвечает. Нет, есть определенные стандарты, которые они диктуют. Чтобы работать с Яндекс.Такси, соответственно, вы выполняете стандарты, подключаетесь там, я не знаю, в одним из вышеперечисленных оферты Яндекс.Такси Про. Это договор оферты будет именно на самозанятую, правильно? Или хотите найти общую? Вот она. Ну, это на перевозку пассажиров, она у них и есть. СМС она вам придет, вот эта ссылка, это полностью вот эта вот оферта на оказание услуг. Там полностью прописано то, что делает компания, что это такое, куда она деньги причисляет, за что такое нарушение стандартов, что за стандарты и так далее. Ну все, понял. Ну, я надеюсь, я смогла вам как-то это пояснить. Так, понял. Так, читайте, потому что есть вот эти вот, я говорю, трудовой договор это отдельно, ГПХ это отдельно, ИП это отдельно и самозанятый это отдельно. То есть там куча вариантов оформления. В данном случае это идет, если говорить о чем-то таком прямом и налоговой, это ИП и самозанятый. На ссылке, которую вы отправили, я там найду, да? Вы найдете полностью юридические термины, юридические указания и так далее. То есть там стоит почитать. Хорошо. Всего доброго, до свидания. Уктуарда. Яндекс эч кандай трудовой договор, негизи эле договор дегенди бербейт. Биз буларга эч ким эмес, биз озго толгон түкүрүп ашыкча болуп калдыкпы? Түкүрүп таштайт болду. Орустардын да сөз өтпөй аткан убакта биз аларга эч ким эмеспиз. Өзүңөр билесиздер, кыргыздардын, Москвада кыргыздардын 20 же 30% гана официалдуу түрдө иштешет. Калганы полный эле ушул таксиде же официалдуу эмес жумуштарда иш кылабыз. Официалдуу
жумушка алыштагы көп компания алгысы келбейт, себеби алар налог төлөгүсү келбейт. Ошого регистрацияны узартканга бир эле жолу бар. Бул кайсыл айтайынбы? Бул жумушу бар. Официалдуу түрдө бир жумуш табабыз. Ошого ишке киребиз. Себеби азыр таксистердин көбүндө эле документи бар. Кисар деген бала чыкканда ошону жеңиш үчүн көпчүлүгүбүз документ турлаганбыз. Ошоға киребиз. Ал жерде испытательный срок деген бар. Испытательный срок 3 күндөн 1 жума 10 күн болот. Трудовой договорду алабыз, регистрацияны узартабыз, квартирага коюлган болсо. Иштен чыгып кетебиз. Ушул трудовой договорду алгычаңды машинабыз бир жерде токтоп турат. Карыздарыбыз кичине күтүп турат. Ушул система менен 8 ай бүткөндөн кийин дагы ошондой иш табабыз. Ишке уже 8 айдан кийин ушинтип биз кыргыздар ушинтип ишке кирип трудовой договор үчүн эле кирип чыгып аткан болсок, ишке албашы мүмкүн бизди. Силер трудовой договор үчүн гана ишке кирип атасыңар деп башкача бир условия ойлоп чыгышы мүмкүн. Ушундай достор, эгер азыркы закон чындап официалдуу түрдө гана иштесең, регистрацияң узарып атат деген болсо, анда бизге проблема будан нары токтобойт. Здравствуйте. Холодно. Кыскача айтканда, самозанятыйдын негизинде регистрацияны узартса болот деген сөз бул калп. Ушул видеого канчалык көп лайк басылып, канчалык көп комментарий жазсаңар, ошончолук тез таркайт. Канчалык тез таркаса, ошончолук көп адамдар көрөт. Акыры бир келип, тийиштүү адамдарга жетип, анан ушул маселе да көтөрүлөт деген ойдомун. Анда эмесе дүйнөгө тынччылык, а бизге тиргилик жана ден соолук бар болуңуздар.